Радиостанции. Слушайте «Уфимский разворот» по будням с 8 утра. Да не просто слушайте, участвуйте. Доброе утро, Уфа, доброе утро, Республика. На эхе Москвы в Уфе начинается «Уфимский разворот», и сегодня вас приветствует Алексей Лучинин. Доброе утро, и Руслан Валиев. Также Никита Полянин на своем боевом посту за звукорежиссерским пультом. У нас прямая трансляция также в Ютубе, где нас можно не только слушать, но и смотреть. Плюс к этому участвовать в обсуждении с помощью специального чата, который есть в Ютубе. Там же можно делать добровольные пожертвования в пользу нашей радиостанции. И видеть экран нашего телевизора, где мы уже второй день, это уже становится традицией, транслируем видео с камеры Уфанета, которая направлена на дорожную развязку по Заки-Валиди и проспекту Салавата Юлаева. И, наверное, в обозримом будущем мы будем начинать наши развороты с информации о том, как обстоит, какова, точнее, дорожная обстановка вокруг этой развязки и в Уфе в целом. Так вот, по данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в Уфе пробки составляют 7 баллов. Это чуть меньше, чем было вчера утром. Отрадно. Но если смотреть на участок вышеоговоренный, то здесь уже, накапливается пробка. И вот Демское шоссе стоит практически, до конца, но пока меньше. У Кордона, начинается эта пробка. Где-то в километре, получается, от микрорайона Яркий. Со стороны Каменной переправы по улице Пугачева также пробка уже формируется и начинается примерно от ленты. Проспект Салавата Юлаева на выезд также от Бакалинской уже стоит. И, в общем, в центре улицы также в красный цвет окрашиваются постепенно. И это лишь в 8 часов утра 11 минут. Посмотрим, что будет ближе к 9. Телефон для ваших смс-сообщений. +7 927 304 1051. СМСки, WhatsApp и Telegram работают. Поработаем мы сегодня в обычном режиме. Обзор прессы, фрагмент «Персонально ваш», голосование. Во второй части обсудим ставшую резонансной тему уфимской художницы Алены Савельевой, которая изобразила, людей в башкирских костюмах, скажем так, в неоднозначных ракурсах, что ли. Как это очень сложно, на самом деле, терминологию подобрать. Чуть-чуть обнаженными. Да. И, соответственно, нарвалась на серьезную критику со стороны части башкирской общественности. И именно она будет сегодня нашей гостьей по видеосвязи после 8:35, получается, уже после новостей. А сейчас обзор прессы. Наверное, начнем опять-таки с развязки. Администрация Уфы открыла улицу Набережную для проезда, чтобы как раз-таки снизить нагрузку на развязку Заки-Валиди, проспект Салавата Юлаева. Что хочется отметить, что почему набережную не открыли до этого, то есть, может быть, ждали как раз-таки этого самого напряженного момента, когда она действительно пригодится. И другой вопрос, что действительно ли она поможет снизить загруженность этой самой развязки. Ты знаешь, я тоже думаю, насколько она сможет помочь, но думаю, пока не спробуешь, не поймешь. Я сам для себя даже хочу понять, а для кого, для каких людей? Для тех, кто едет за пределов Уфы и направляется в центр, может быть, она будет полезна, то есть повернуть направо, проехать под мостом и дальше по набережной, соответственно, выехать к Конгресс-холлу. Если это работает так, то хотя бы чуть-чуть, можно сказать, что это неплохо. Но это, опять же, надо на практике смотреть. Пока если судить по карте Яндекс.Навигатора, здесь сама улица Набережная совершенно свободна, пробок на ней нет, не знаю, пользуются ли ей люди уже. Кстати, в продолжении этой темы материал «Правды ПФО». Уралмостострой и мэр Греков зажгли Уфе красный свет перед выборами в Госдуму. Так называется статья. И здесь, в общем, приводится констатация фактов того, что произошло у нас. Мы об этом уже говорили не раз. И упоминается, что Ради Хабиров вчера на оперативке публично поставил 2 тем, кто отвечал за информирование населения о перекрытии движения. И здесь такой абзац, который я процитирую. «Особенно умилили иногородних специалистов, имеется в виду тех, кто наблюдает за историей Уфы. Восклицание мэрии и Минтранса: предложите альтернативные варианты, и симуляция потери слуха и зрения по отношению к тем, кто эти варианты предлагает. А между тем новейшая история соседних Екатеринбурга, Казани, Челябинска и Перми знает массу примеров, когда развязки в городских центрах строились без перекрытия движения. Более того, даже в небогатых Чебоксарах проект строительства нового Московского моста был решен
реализован единственно возможным способом. Правда, ПФО подробно описывала, как это происходило. Сначала вплотную к старому путепроводу возвели половину нового путепровода и перебросили на него весь поток. Затем старый путепровод демонтировали и на его месте возвели вторую половину нового. Смета работ составила 1,5 миллиарда, работы заняли 3 года, но никто движение не перекрывал. Почему-то в небогатом городе власти до этого додумались, а в пухнущей от нефти Уфе, пишет «Правда ПФО», не додумались. Хотя очевидно, что пространство для нового путепровода вплотную к износившемуся на местности есть. Вот, значит, такой материал, более подробно на «Правде ПФО» можете почитать. И, в общем, не могу не согласиться, именно вот эту часть проблемы и эту часть вопроса я как раз-таки и пытался, в том числе вчера, обсудить с нашим гостем из мэрии. Почему, значит, нельзя, во-первых, проект пересмотреть и построить быстрее, ну и, соответственно, почему нельзя придумать какие-то альтернативные варианты, все-таки не связанные с объездами за 3-9 земель, а связанные с тем, что вот именно там будет проезжая часть. Ну что ж, вот как умеем, так и живем. Да, переходим к другой новости. В Башкирии запретят высаживать из автобусов безбилетников младше 16 лет, пишет Уфа-1.ру. Однако есть некие условия, при которых нельзя будет это делать. То есть в ночное время с 22 до 6 часов утра при температуре воздуха ниже минус 20 и при опасных метеорологических условиях. Вот. Сейчас это находится все на стадии обсуждения. И хочется сразу отметить, что действительно ли необходимо запрещать высаживать детей на законодательном уровне? Неужели компании-перевозчики не могут как бы сделать это частью своей корпоративной этики? Практика показывает, что не могут. Может быть, в части случаев и могут, мы об этом не узнаем, но бывают же случаи, когда это становится достоянием общественности, когда водитель либо кондуктор почему-то не могут договориться, что ли, с конкретным мальчиком или девочкой. Видимо, так, как иначе. Если законом это дело не отрегулировать, штрафами не наказывать, ситуация, видимо, лучше не станет. Здесь, кстати, палка о двух концах. Не начнут ли злоупотреблять из-за этого своим положением? На мой взгляд, однозначно начнут, потому что люди, дети, по крайней мере, да, оказавшиеся в такой неудобной ситуации. Так, подростки, наверное, подростки, да. Они все-таки попробуют как-то договориться. И в любом случае, если мы не рассматриваем Башавтотранс, да, то ситуация с пазиками, мы как бы в любом случае безбилетники, пока не начинаем выходить. Угу. Вот. На мой взгляд, однозначно это будет просто злоупотребление данным законом. Продолжение темы города и урбанистики. Уфа оказалась на 31-м месте в рейтинге качества жизни в крупных российских городах. Об этом написали многие, вот в частности Дель Реалии. Значит, Институт социально-экономических исследований финансового университета при правительстве опубликовал соответствующий рейтинг качества жизни. Это города, где больше 250 тысяч человек. И представляете, Уфа на 31-м месте, то есть далеко позади от, значит, первой десятки, в которой она должна бы находиться, судя по количеству населения, да, хотя бы. В первой десятке традиционно Москва, Питер, на 3-м месте Грозный, дальше Калуга, Казань, Екатеринбург, Севастополь, Сочи, Калининград, Набережные Челны на 10-м месте, представляете? И вот, значит, Йошкар-Ола даже, Мариэл, 28-е место, Стерлитамак, недалеко от нас, но позади все-таки 33-е место. Но такие города, казалось бы, депрессивные, вот у меня, по крайней мере, такое впечатление, как Тольятти на 21-м месте, то есть выше нас. Понятно, что эти рейтинги — это понятие относительное, и рейтинги бывают разные. Хочу, составлю свой, и у нас Уфа будет на 5-м месте. Ну, выше вряд ли, это нескромно было бы. Вот. Но так или иначе, показательная история. Надо, чтобы на это внимание обращали соответствующие структуры. Немножко, конечно, обидно, да, все-таки, когда нас обгоняют Набережные Челны, условно говоря, обидно, город, хотя который находится близко от нас, это все-таки промышленный город в большей степени. Нашему в Рио главы администрации Уфы Сергею Грекову, который, кстати, должен быть избран на эту должность уже окончательно в ближайшие дни, 15, по-моему, числа на этой неделе, и еще одна задача. Вот на самом деле вот непростая ноша у него, да, с первых дней. Вот эта вот развязка, чего стоит, сколько негатива уже пошло от горожан. Тут еще сверхзадача ставят отпраздновать 450-летие Уфы, к этому надо подготовиться, надо для этого деньги получить. А тут еще и коммунисты планируют установить в Уфе бюст Иосифу Сталину. Его стоимость оценивают в 500 000 рублей. Об этом написали мы на «Эхе Москвы» в Уфе. Значит, постановление об этом КПРФ вынесло еще в начале года, об этом нам рассказали в самой партии. Форма самого мемориала еще не определена. Будут они просить место в парке Победы, не где-нибудь. Если им откажут, то будут просить место возле Рескома на улице Заки-Валиди. По сути, напротив Конгресс-холла тоже неплохое место с точки зрения обзора. Но вопрос, конечно, в самом бюсте, насколько он уместен в современном мире, в современной России.
в нынешних условиях. Кстати, на этот счет мнения тоже кардинально разделяются. Почитал соцсети. Значит, многие вполне справедливо, на мой взгляд, говорят, что это не нужно делать. У Сталина фигура не просто неоднозначна, а просто-напросто преступна. Но кто-то говорит, это же искусство. Вот вы оправдываете рисунки неоднозначные, пишут, например, Олеся Умерова, блогер, значит, почему вы, значит, отказываете в реализации искусства с помощью создания бюста или памятника Сталину? Если рассматривать это не как памятник именно Сталину, как отдельно взятому персонажу, а как просто предмет искусства. Ну, в общем, опять-таки, я вот лично, например, с этой точкой зрения не согласен, но точка зрения имеет место быть. Ну, просто такой еще момент, что все-таки хотят, как я понимаю, построить это все за бюджетные деньги. И как граждане мы... Ты знаешь, нет, по поводу денег вряд ли. То есть рассчитывать на бюджетные вливания они вряд ли будут. Соответственно, и собираются либо за свой бюджет партии, либо собрать пожертвования. Это даже не суть. Минимум, выбор места все-таки, да, учитывая там Конгресс-холл и так далее, это, ну... Вопрос вторичен. Да, ну, я думаю, что здесь во главе угла именно сам вопрос ставить или не ставить. И, наверное, мы к этой теме с вами еще будем возвращаться, если она будет развиваться, и даже проголосуем в нашем эфире. Но у нас сегодня другие темы на кону. А сейчас мы обзор прессы заканчиваем. Да, и сейчас мы послушаем фрагмент персонально ваш с доктором социологических наук Арсеном Нуриджановым. Активисты башкирских национальных движений, запрещенного в России Башкорт, обратили внимание на картины уфимской художницы Алены Савельевой, которая изобразила людей, в том числе в башкирских национальных костюмах. И по мнению активистов, которые выражены в соцсетях, она в некотором роде оскорбила, видимо, башкирский народ, башкирские традиции. Звучат в том числе угрозы, практически неприкрытые угрозы. И на вопросы, которые вот мы в том числе задавали некоторым из них, люди подтверждают, что да, поступок настолько зашкварный, что можно здесь провести параллели с историей с карикатурами Шарли Эбдо. Вы эту историю знаете? Да, я знаю. Видеорисунки этой талантливой девушки. На ваш взгляд, вот имеет смысл эта дискуссия? Я считаю, что это в чистом виде пропаганда республики. Как раз это для тех, кто мало знает о Башкирии, мало слышал. Это как раз продвижение бренда Башкирии. Ну, а что касается этих активистов, слушайте, друзья, а что туда с проституцией не боремся в Башкирии? У нас сколько башкирских девушек проституцией занимаются? Давайте-ка. У нас есть чем заниматься для того, чтобы поднимать этический, моральный дух республики. Зачем заниматься ерундой? В этой ситуации должны ли какие-то компетентные органы обратить внимание, я не знаю, в одну или в другую сторону, дать правовую оценку, может быть, какие-то меры принять? Нет, но если идут угрозы, то правоохранительные органы обязаны принять меры и пресечь эти угрозы, и пресечь распространителей этих угроз. А в чем причина, на ваш взгляд, вот подобной реакции? В данном случае негативная реакция, она, ну, скажем так, очень радикальная. Я именно сейчас спрашиваю вас о том, почему вот эта радикальная реакция возможна на сегодняшний день? Во-первых, это подогревает и инспирируется извне. Различные течения, в том числе религиозные, с которыми, кстати говоря, не согласны многие богословы российские, исламисты, как раз проникая в эту незрелую молодежную среду, они вот радикализируют их взгляды. Недаром с рядом течений, с рядом направлений здесь идет такая борьба. Вы знаете, по поводу молодежи, мне кажется, это все-таки упрощение. Я вот видел среди критикующих очень много уважаемых и довольно-таки взрослых людей, у которых сформирована собственная позиция, и мне кажется, даже если вот сейчас у них спросить, они скажут, да не надо глупости говорить, это наша позиция, мы твердо уверены в ней и готовы ее отстаивать. Да, вторая часть. Ряд людей сегодня озабочены тем, чтобы заявить о себе хоть как-то, чтобы каким-то образом проявиться. Поэтому ряд каких-то вещей, которые инспирируются в республике, как раз придумываются, надумываются, ищутся поводы. Эти поводы раздуваются для того, чтобы поднять свою значимость. Вам не кажется, что вот сейчас активисты, по сути, играют на руку тем, кто их критиковал в период до разрешения конфликта на Куштау, когда вот как раз их называли, по сути, обидными словами из официальных источников республиканских? Ну, безусловно. Во-первых, они полностью своими поступками и действиями за последние месяцы именно пытаются уложиться в это клише, которое дала им власть, подгоняются под это клише, как бы говоря, что да, власть была права, мы действительно подтверждаем, мы такие. Ну что ж, молодцы,
придумали, ничего более умнее не придумать не могли, и получается, что фактически, когда власть шельмовала их, не так уж она была далеко от правды. А конкретно художница Алена Савельева или другие деятели искусств должны ли все-таки учитывать как мнение активистов национальных? Есть же такое мнение, да? Люди считают действительно, что нельзя подобным родом оскорблять их чувства. Или вот не нужно на это внимание обращать вообще, и нужно, наоборот, я не знаю, назло продолжать свое творчество? Ну, мы же живем в многоконфессиональном государстве, многонациональном. Если кто-то кому-то будет внутри запрещать одно, то другая страта захочет запретить что-то другое. В данном случае ее картина – это чистое искусство, кстати, неплохое искусство. И ничего, кроме популяризации республики, ничего. Наоборот, привлекает образы башкир привлекательные прежде всего для молодежи в этих картинках. И республика предстает совершенно такая, знаете, сказочная такой. Мне кажется, здесь надо было бы только радоваться. Я уже говорил, что по такому пути можно далеко пойти, понимаете? Даже там закон о защите прав и чувств верующих, но туда давайте христиан будут оскорблять все, кто исповедует ислам, и наоборот. Мы это проходили все уже в религиозных войнах. Давайте будем терпимы к этому и, живя в таком толерантном государстве, толерантно относиться к друг другу. Но если кому-то это очень не нравится, но есть шариатские страны, надо отправляться, просто ехать и жить там по законам шариата, и все будет хорошо. До новых встреч. Это был фрагмент программы «Персонально ваш» с Арсеном Нуриджановым, который состоялся вчера. Полная версия эфира доступна для всех в Ютубе и в других социальных сетях. Сегодня гостем «Персонально ваш» будет юрист Айдар Муллануров. Эфир после 15 часов. Присоединяйтесь, присылайте вопросы. Вдогонку вот почитаю сообщения наших слушателей. Сергей пишет в Телеграм: нужно вообще умным запретить думать, потому что это оскорбляет чувства тупых. С другой стороны, пользователь Ютуба с ником Яман пишет: мы сами лучше тебя знаем и разбираемся. И предлагает нам убрать этого эксперта. Вот. А мы с вами как раз в продолжении темы проголосуем, друзья. Как же иначе? То есть надо сделать срез нашей аудитории, тем более, что во второй части эфира мы эту тему еще более подробно обсудим с самой Аленой Савельевой. Итак, если вы видели работы Алены Савельевой, кстати, они у нас вот в Телеграм-канале, например, есть вместе с новостями, и нетрудно их найти, весь интернет ими полон. Так вот, эти самые спорные работы, если вы видели, то если вы считаете их либо просто нормальными и никого не оскорбляющими, либо считаете замечательными, то ваш телефон 262-72-47, то есть первый вариант. Если же вы считаете все-таки их оскорбляющими чувства, в частности башкир, вы считаете их безвкусицей и мазней, как их некоторые называют, мазней, за которую автору нужно вообще ответить, то есть вы негативно относитесь к этому творчеству, то ваш телефон 262-72-48. Голосование. Процесс пошел. Итак, номер телефона для тех, кто считает творчество Алены Савельевой хорошим, правильным, замечательным, и как минимум вы не оскорбляетесь теми рисунками, которые она представила на суд общественности, то ваш телефон 262-72-47. Если же вы все-таки сторонники и приверженцы второго варианта и считаете, что нужно выбирать темы, нужно выбирать сюжеты, тем более живя в Национальной Республике, нужно особенно тщательно продумывать вот эту линию свою сюжетную, когда ты используешь какие-то орнаменты национального характера. А этих орнаментов действительно в работах много. Это национальные костюмы, это вот, ну и другие элементы, скажем, национальной одежды. 262-72-48 – это ваш номер телефона. Значит, голосуйте, друзья. Вижу, что действительно тема, казалось бы, совершенно неожиданная, но стала темой номер один во многом, да? Она даже обошла по популярности в социальных сетях вчера тему той самой развязки, которая у нас сейчас демонстрируется на экране позади нас. Продолжайте голосовать. Я, конечно, от себя, как приверженец либертарианских взглядов, вольтерианских взглядов, я считаю, что любое мнение имеет право на жизнь, оно должно быть услышано. Свобода слова превыше всего. И не только свобода слова, свобода совести, свобода самовыражения – это все ценности, которые являются основополагающими, практически главными ценностями, которые позволяют человеку чувствовать себя человеком и не стоять на одном месте, но и развиваться постоянно. Понятно, что часть высказываний, часть самовыражения людей может вызывать споры. Сами по себе споры – это нормально, да? Хотя и говорят, что о вкусах не спорят, ну почему бы и нет? В поисках какой-то
истины, ну пусть не истины, а некого общего знаменателя, можно, наверное, как-то между собой на эту тему дискутировать. Но вот эта дискуссия, в частности, вчера в соцсетях, она перешла, мне кажется, дозволенные рамки приличия, потому что начали появляться угрозы и призывы покинуть республику, поберечь себя, вот примерно, да, я сейчас недословно цитирую, но посыл был именно такой. И вот это уже, конечно, выходит за рамки именно той самой дискуссии, в ценность которой я верю и, соответственно, выступаю за наличие таковой. Поэтому я, конечно, призываю вас голосовать по первому номеру телефона. Если, Алексей, у тебя другое мнение, ты можешь это сказать, но, наверное, ты уже не успеешь, потому что у нас на носу перерыв. И мы должны, соответственно, подвести итоги этого очень активного голосования, которое в течение 2 минут набрало рекордное количество голосов. Итак, 62% наших слушателей поддерживают Алену Савельеву в ее творчестве, и 38%, что немало, говорят, что она не права и, соответственно, должна даже, наверное, за это извиниться. Мы уходим на новости и вернемся с Аленой после перерыва и поговорим. «6:30 в Москве. Здравствуйте, в студии Константин Мирошников. На «Эхе новости» Дональд Трамп ввел в Вашингтоне режим ЧС перед инаугурацией Джо Байдена. Ранее на аналогичный шаг пошли местные власти, однако распоряжение действующего президента позволит направить на обеспечение безопасности федеральную помощь. Об этом говорится в сообщении Белого дома. Ранее стало известно, что Министерство внутренней безопасности США начнет готовиться к инаугурации на неделю раньше, а Национальная гвардия может задействовать до 15 тысяч военнослужащих. Торжественная церемония вступления в должность Джо Байдена назначена на 20 января. СК подтвердил гибель 8 человек при пожаре в жилом доме в Екатеринбурге. Среди жертв ЧП один ребенок. Об этом со ссылкой на ведомство сообщает агентство «Интерфакс». Прокуратура предварительно назвала причиной пожара неосторожное обращение с огнем. Старший помощник прокурора рассказал, что очаг располагался в квартире на 2-м этаже рядом с диваном. Жильцы могли пользоваться горелками. Кроме того, на месте найдено множество окурков. Пожар начался этой ночью около 3 часов по местному времени. Спасатели эвакуировали из дома 90 человек. На российско-монгольской границе произошло землетрясение магнитудой 6,5. По предварительным оценкам сейсмологов, эпицентр располагался в акватории озера Хупсугул, которое называют младшим братом Байкала. Оно находится почти в 230 километрах юго-восточнее города Ангарск. Агентство «Интерфакс» сообщает, что подземные толчки ощущались и в Иркутске. В домах у местных жителей качались люстры и звенела посуда. Информации о разрушениях и пострадавших в ходе землетрясения нет. В Краснодарском крае завели дело о похищении администратора чеченского телеграм-канала. По данным правозащитников, на которых ссылается телеканал «Дождь», в начале сентября житель Геленджика Салман Тапсуркаев был вывезен в Чечню сотрудниками силовых структур. На следующий день в социальных сетях появилось видео, где он истязает сам себя и говорит, что вел грязный канал. Телеграм-канал «Один Адат» публикует новости о жизни в Чечне. В нем нередко критикуют главу региона Рамзана Кадырова и его окружение. Президент Португалии заразился коронавирусом. На сайте главы государства сообщается, что у 72-летнего Марселу Ребелу ди Соуза нет никаких симптомов. Ранее власти республики анонсировали возвращение к режиму изоляции из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Государство столкнулось с 3-й волной эпидемии, заявил премьер-министр Антонио Кошта. По его словам, уже в среду на заседании Кабинета министров будут приняты ограничительные меры, аналогичные тем, что действовали в Португалии прошлой весной. Синоптики предупредили россиян о волне аномального холода в европейской части страны. По словам научного руководителя гидрометцентра Романа Вильфенда, на которого ссылается агентство ТАСС, она продлится как минимум до субботы. При этом ожидается отклонение от нормы на 7-13 градусов со знаком минус. Резкого потепления до оттепели посоветовали в ближайшее время не ждать. Прямо сейчас в столице минус 12 градусов, давление 752 миллиметра ртутного столба. В течение дня облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Саша, как всегда. 3, 2, 1.
Реклама. В любой сложной ситуации сохраняйте спокойствие, дышите ровнее. А если нужны лекарства, ищите их на сайте и в приложении farmland.ru. farmland.ru. Удобный поиск лекарств. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Категория 18+. Башкирский государственный театр кукол приглашает 11, 12 и 13 января на малой сцене театра состоится новогодняя елка для детей от 1 года до 3 лет. Зайчик, белочка и медвежонок расскажут вашему ребенку о том, что такое Новый год, покажут сказочное представление и подарят подарки. А после спектакля декорации превратятся в студию для детской новогодней фотосессии. Начало в 12, 14 и 16 часов, категория 0+. 13 января вместе с гостем студии «Эхо Москвы» в Уфе, финансовым экспертом компании «Финам» Иваном Артамоновым обсудим перспективы 2021 года. Слушайте эфир в среду в 8:45. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. На «Эхо Москвы» в Уфе новости. У микрофона Алексей Лучинин. Здравствуйте. 25 января в Уфе пройдут общественные слушания по благоустройству бульвара Славы. Он начинается у проспекта Октября и упирается в кинотеатр «Салют». Сейчас бульвар представляет собой асфальтовое поле со скамейками по бокам и памятник советскому военному летчику, дважды Герою Советского Союза Мусе Гарееву. Согласно проекту, опубликованному на сайте глав архитектуры Уфы, бульвар Славы планируется зонировать на 5 частей: детскую, для отдыха, для развлечений, навес из растений и фонтан. Также рядом запланировано построить площадку для детей, воркаута и скейт-парк. Вместе с этим планируется изменение дизайна подземного пешеходного перехода. Обсуждение планируют провести 25 января в 19:00 в здании городского дворца культуры. Мэрия Уфы открыла улицу Набережную для проезда, чтобы снизить нагрузку на развязку Заки-Валиди, проспект Салавата Юлаева. Напомним, что 8 января началась реконструкция развязки у въезда в город со стороны аэропорта. В связи с этим на Бельском мосту образовались пробки, на которые стали жаловаться жители Уфы в социальных сетях. Глава Башкирии Ради Хабиров заявил, что оценивает работу Уфимской мэрии и регионального министерства транспорта по оповещению людей о реконструкции как крайне плохую. Также он отметил, что данный участок будет проблемным в ближайшие 5 лет. В общей сложности, по мнению Хабирова, время движения через данный узел увеличилось на 30-40 минут. Для борьбы с пробками на вышеуказанном участке уфимская администрация открыла проезд через улицу Набережная. Теперь для того, чтобы из центра попасть к монументу Дружбы, можно использовать альтернативный путь. Такое решение проблемы ранее предлагал экономист Рустем Шаяхметов. На должность первого заместителя прокурора Башкирии назначен Александр Грязняков. Напомним, что Олег Горбунов, который занимал данный пост с 2009 года и до осени 2018 года, был уволен после возбуждения уголовного дела. Его обвиняют в получении взяток на сумму более 18 миллионов рублей. Указ о назначении Александра Грязнякова подписал президент России Владимир Путин. Новому первому заместителю прокурора республики 41 год. Он уроженец Павлодара в Казахстане. С 2017 года он работал прокурором в Архангельске, куда перешел с должности старшего помощника прокурора в той же области. После окончания Омского государственного университета в нулевые годы начал работать следователем в Омской области. В конце выпуска о погоде. По данным сервиса Яндекс.Погода в Уфе минус 14, пасмурно. Днем будет минус 17 и небольшой снег. Вы слушаете «Уфимский разворот» – программу, в которой ваше мнение может быть услышано, голос учтен, а СМС-сообщение прочитано в эфире нашей радиостанции. Слушайте «Уфимский разворот» по будням с 8 утра. Да не просто слушайте, участвуйте. Мы продолжаем «Уфимский разворот» в прямом эфире «Эхо Москвы» в Уфе. Сегодня в студии Алексей Лучинин, Руслан Валиев и Никита Полянин за звукорежиссерским пультом. И вторая половина эфира у нас будет посвящена общению с нашей гостьей по видеосвязи, художница Алена Савельева вместе с нами. Доброе утро, Алена. Так, Алена нас пока не слышит, судя по всему. Алена, вы нас слышите? Так, я тогда включаю микрофон, да? Угу. Так. Видимо, вот таким образом мы сегодня связь наладим.
Алена, вы нас слышите? Доброе утро. Да, слышу, доброе. Мгм. Так, небольшие технические сложности есть, но я думаю, сейчас они вот у нас наладятся, и мы поговорим. Значит, в студии, напоминаю, Алексей Лучинин, Руслан Валиев. Итак, начнем вот так с общего, наверное. Вот я вчера, готовясь к эфиру, посмотрел целый ряд ваших работ, то, чем, в общем, вы занимались последние годы, пересмотрел пару интервью и довольно любопытные детали на любопытные детали обратил внимание. Но спрошу, вот вы впервые обратились к этнической тематике вот в этих последних своих работах, которые стали резонансными, или раньше, значит, не было такой тематики в вашем творчестве? Нет, не впервые. А именно вот башкирской тематики касались раньше? Да, касалась. И не было никакой реакции, по крайней мере, вот такой негативной в прошлом? Не было, потому что крупные паблики не публиковали. Угу. Ну, все-таки вы же, наверное, как художник, как человек творчества, всякий раз ждете какую-то обратную связь. В прошлые разы обратная связь, я так понимаю, была просто от более узкой аудитории, и эта связь была, в общем, позитивной, да, в целом? Ну да, это был отклик от моей целевой аудитории. Угу. Вот, здесь хотелось бы понять, что есть целевая аудитория уфимского художника, наверное, в целом, ну вот такого, как вы? Ну, это в первую очередь, конечно, мои друзья, с кем я училась, и мои какие-то, постоянные зрители, которые ходят на выставки, которые подписаны на меня в социальных сетях, на моей странице в Инстаграм. И, это люди, которые ходили в музей и интересуются искусством. Ну, то есть и понимают в искусстве чуть больше, чем среднестатистический человек, если я правильно понимаю, так? Нет, они просто понимают в искусстве как совершенно нормальный человек. Вот реакция, которая вчера произошла, и началась даже еще не вчера, а позавчера, она для вас явилась каким-то, я не знаю, шоком, или в принципе вы где-то внутри подозревали, что подобное в принципе возможно? Нет, я не ожидала такой реакции и искренне не хотела никого обидеть или оскорбить, тем более, потому что, краски, которые я использовала, они яркие и позитивные. И вообще мне хотелось, чтобы люди улыбались, а не устраивали кровавые бойни. Вообще не предполагала, что такая реакция в 21 веке возможна. Я думала, всем уже наплевать. А вот... Я, наверное, очень дилетантские вопросы задаю, но все-таки вот для массовой аудитории, чтобы было понятно, и для нас в том числе, конечно. Вот в процессе творчества, в процессе изображения какой-то сюжетной линии, вот такой конкретно, который вы выбрали, да, с этническим элементом, значит, веселые такие эротические рисунки, картины. Какой посыл при этом находится, я не знаю, во главе угла? Вот чего хочет добиться художник, чего хотите добиться вы, каких эмоций? Просто позитив – это, наверное, широкое такое понятие, размытое, более конкретно. То есть к чему должны побудить такие работы? Если должны, конечно. Это, конечно, мое такое свойство. Я не несу никакой морализаторской функции в обществе. Я вообще не считаю, что я кому-то что-то должна. Я просто рисовала то, что близко мне. А вот, на ваш взгляд, что именно в ваших рисунках задело людей? Вот как вы считаете? То есть я смотрю на ваши картины, и меня абсолютно ничего не задевает. И я на ваш взгляд, что могло именно задеть чувства людей? Я переписывалась, я тоже вначале не поняла, увидела только ближе к вечеру, когда все это стало, позавчера к вечеру, и когда мне стали писать, негодующие, и первым людям, мне не часто так посторонние люди пишут там какие-то претензии, первым людям я отвечала. То есть они могли спокойно подписаться на меня и прислать сообщение. И первые люди, которые мне прислали, я пыталась им объяснить вообще, в чем дело. И там был один молодой человек, как я поняла, он какой-то тоже то ли активист, то ли просто, такой неравнодушный. Он мне вначале написал такое гневное письмо, типа, я тебя найду и тебя настигну. И я ему сказала, возможно, вы
ну, зря так переживаете, и объяснила ему все. И он изменил свою точку зрения и попросил, ну, каждую работу прокомментировать. И вроде бы он это где-то опубликовал у себя. И каждый день он мне пишет по несколько раз в день и интересуется, что там, как. Вот. Ну, то есть, как я поняла, весь конфликт основан не даже на этносе, а именно на мусульманской религии. Потому что мусульмане, они не приемлют изображение человека как такового, и тем более обнаженного тела. Вот как раз, наверное, задам вопрос, который объединяет в себе большинство тех претензий, которые в социальных сетях и вот вам в личку в том числе написали те, кто вас осуждают. Вопрос от радиослушателя. Вы, живя в Национальной Республике, рисуя провокационные... И целый народ карикатуры, не боитесь оказаться за решеткой, за разжигание розни и за травлю или нападение? То есть не боитесь ли вы нападения? Вот такой вопрос. Понятно, что вы этого не боялись ранее. Может быть... Сейчас это чувство, оно как-то не усилилось ввиду всех этих событий? Ну да, я живу в Национальной Республике, здесь много национальностей. Вот. Как бы все в основном как бы мои знакомые, это, ну, нет таких вот чистокровных там русских или чистокровных башкир или чистокровных татар. И я сама, ну, как бы у меня столько национальностей во мне, я не ощущаю себя приверженцем какой-то там национальности. Вот. Вы скажете сейчас, да, в продолжении как раз вот этого вопроса, в некотором смысле, давайте раскроем, что ли. Вот как художник, понятно, что вот ваша задача рисовать, наверное, больше, а не говорить, объясняя свои работы, да, человек должен видеть ваши работы и делать выводы, исходя из них, а не исходя из ваших слов, но все-таки мы сейчас на радио. Вот что вы скажете тем, кто вот в этой ситуации оскорбился, просто расстроился или просто испытал негативные эмоциональные чувства? Вот, я не знаю, о чем... люди должны подумать, как пересмотреть свою точку зрения, чтобы вот не было у них вот этой негативной реакции. То есть как вот вам удалось того вашего собеседника в соцсети переубедить? Давайте попробуем массовую аудиторию тоже переубедить. Удалось не то, что его переубедить, а как бы он все равно остался при своем мнении, при своем мировоззрении, при своих каких-то нормах морали, которые у него есть, как бы против которых я ничего не имею против. Вот, он просто понял, что я делала все не с плохими намерениями. У меня не было в голове ничего такого, что мне впоследствии приписали сторонники ислама. И как бы против ислама я ничего не имею вообще. И сказать, что я боюсь за себя, ну, наверное, не так сильно, как за своих друзей и близких, потому что им тоже стали поступать угрозы. Вот. И я совершенно не понимаю, зачем писать кому-то, когда можно просто, я не знаю, найти меня и там, я не знаю, руки мне переломать. Вот. Но это к слову. Ой-ой-ой, вот. Не нужно этого делать. Ну, как бы... К чему? Да-да, закончите мысль. Да, мое отношение к республике, оно как бы какое было. Я здесь родилась, я здесь выросла, училась, живу и работаю. Оно никак не изменится. И как бы мое отношение к религии тоже не изменится. Как бы каждый останется при своем мнении, и, наверное, переубедить людей мне не получится, если они не начнут сами идти навстречу. Как бы я уже не знаю, как извиняться, что делать. Перед теми, кто оскорбился, вы официально готовы извиняться. И уже это делаете. Я уже извинилась, как бы я не отрицаю того, что как бы мои работы кого-то могли оскорбить. Я просто рисовала же со своей точки зрения, со своего, как бы со своей позиции, общаюсь в тех кругах, в которых общаюсь, и эти круги совершенно не видят ничего такого зазорного в моей деятельности. Есть в кругах представители, скажем так, коренных этносов Башкирии, башкиры, и другие мусульмане? Конечно, есть. Кстати, один из... Ага, да-да. Это мусульмане как бы не такие, что типа я должна ходить в хиджабе и там принять ислам. Они как бы
понимают, что я там, ну, как бы, не по религии большей части. Вот было сообщение еще с вечера от вашего сторонника с предложением выставить ваши работы на аукцион. Значит, сделать выводы, а кто же их приобретет? Как раз, возможно, приобретателями будут представители башкирской национальности, предположили наши слушатели, которые это предложили. Ой, да уж. Ну вот я хотел, конечно, затронуть тему вот подобных явлений, которые, к сожалению, имеют место быть даже не в России, а вот в просвещенной Европе. Вы же знаете, да, историю, которая была во Франции с Шарли Эбдо. И вот это вся... То есть, зная об этом, наблюдая за этим, вы не предполагали, получается, что такое, ну или не такое, конечно, но что-то в этом роде может произойти у нас. Вот опять же, я говорю, что... Или там все-таки другая история, там карикатуры конкретно, да, а здесь все-таки картины. И вот тоже спор идет у людей. Кто-то называет ваши работы карикатурами, а кто-то картинами все-таки. Просто там было целенаправленно же в этом журнале нарисованы карикатуры на мусульман. Я как бы не пересекалась с мусульманами, я не рисовала муллу или представителей мусульманства. Да, я рисовала людей в национальных костюмах на фоне шахана, в юрте, просто дома, в быту. Я показывала как бы их жизнь, и просто вот в последней работе был такой, ну, аллегорический апофеоз, и все, как бы нет никакого намека на мусульманство, я нигде не рисовала ничего связанного с исламом. И, конечно, для меня это удивительно, что именно представители мусульманства, ну, так восприняли это все. Вот нам, правда, тут некоторые пишут, что и русские тоже против этой мазни. Я спрашивал специально, пишет нам слушатель с ником Яман. Ну, здесь, в общем, и другие есть критические, и в то же время есть и поддерживающие сообщения от наших слушателей. Но вот я хотел бы немножко в прошлое вернуться, чтобы поговорить и о вас тоже, потому что все-таки вы для, вот, по крайней мере, нашей аудитории, ну, может быть, не всем знакомый, значит, художник. Видел ваше интервью, довольно-таки старое, по-моему, лет 5 ему, где, значит, упоминается история, которая связана с тем, что против вас силовые органы уже пытались, значит, нечто возбудить. Сейчас я вот найду этот вопрос. Значит, старая история с заявлением в полицию за сатанизм, оказывается, имел место быть. Вот можете более подробно объяснить? Я так понимаю, все закончилось хорошо, но все-таки имела место быть эта история. Кто в той истории возбудился? Значит, почему это произошло? Чем закончилось? Это такая давняя история. Я уж точно и сама подробности не помню, и имен уже не помню. Но это был, то есть, какой-то ваш зритель, грубо говоря, увидел, оскорбился и заявил в полицию? Или иначе, или сама полиция обратила на это внимание? Ну, вы же понимаете, что я сейчас буду рассказывать со своей позиции. И конечно, так и ваша позиция. Этот человек может рассказывать совершенно другое, что абсолютно. У него есть моральные ценности, и он это сделал из-за своих моральных ценностей. Конфликт был в чем, что... Каждый раз, когда я проходила, на меня была какая-то реакция от этого человека. И, ну, я ему это выговаривала не раз, ну, что мне не нравится такое отношение к себе. Как бы я не сторонница там каких-то там таких видов общения. Вот, на что он обиделся, в общем-то, и решил как-то мне, ну, что-то в ответ сделать. И вот первое, что ему пришло в голову, это написать заявление о том, что там просто в то время как бы была такая тема с синим китом. Ну, такой по всей России это было. И просто человек прицепился к этому. И мои работы как-то связал с синим китом и попытался меня обвинить. Но, конечно же, как показала дальнейшая история, никакая я не сатанистка, и ничего вообще такого даже и близко нет. Ой, вообще, вот работа художника в Уфе, в республике, насколько на сегодняшний день, ну, скажем так, даже не скажу востребована, а
комфортно, что ли. Вот вы учились в Петербурге, насколько я знаю, да? Все-таки Петербург культурная столица. У вас там был определенный круг общения. Вы видели, не знаю, там своих однокурсников, преподавателей и вообще публику. Отличается сильно аудитория в Уфе, в Башкирии от той, что была в Питере? Ну вот в моем круге нет, не отличается. Но это круг деятелей искусств в основном? Или все-таки, условно говоря, обычные люди, там соседка, тетя Маша в этот круг входит? Ну или хотя бы в части. В основном, да, это люди, связанные с искусством, но есть те, кто просто интересуется искусством, кто интересуется современностью, так скажем. Ага. А вот официальные органы власти и в той части, которая отвечает за культуру, Министерство культуры, может быть, там на уровне республики, на уровне города, каким-то образом взаимодействуют с вами и с вот вашим кругом? Я не знаю, приглашают или дают возможность участвовать в выставках? Или это вот все вы сами в своем кругу и никак не взаимодействуете с властями? Ну, со мной нет. Как бы у меня нет на это времени, и в общем-то, необходимости. То, что я рисую, просто никак не вяжется с официальным там Министерством культуры и так далее. Но как бы мои там знакомые художники, они, да, выставляются. И кто-то проходит там на грант, кто-то вступает в союз художников, получает мастерскую, как бы. Я рисую на коленке, и как бы пока меня все устраивает. Да, давайте вернемся к нашим баранам, да, касательно вот этих вот карикатур. Вот такой вопрос. Не считаете ли вы, что вот это вот общественное давление — это некий процесс ограничений вашей свободы самовыражения, свободы художника, в какой-то мере свободы слова, наверное, даже? Да, в какой-то степени считаю. И не только ограничением, как бы, моей свободы слова, но и ограничение как бы свободы передвижения моих близких, как бы. Когда человеку с утра, который ничего, в общем-то, не делал, ничего не рисовал, с утра пишут там, передай-ка своей подружке, что мы найдем ее и там убьем. И мне подружка пишет такая: господи, что происходит там, она вообще не в курсе. Это, конечно, очень странно. Обратиться в полицию, да, и отстаивать вот свою точку зрения, что в целом вы не преследовали позицию кого-то оскорбить. Тут даже не важно, вот что там человек преследовал. Есть угрозы, на самом деле, вполне себе конкретные. Может быть, есть смысл обратиться? Я не верю, что в республике мне кто-то сможет помочь. Я не вижу как бы гарантии, что я не приду в полицейский участок и на меня не напишут тот же самый участковый ответное заявление. Так, понятно. Как раз для того есть и СМИ вроде нас, которые как раз-таки эту роль хотят выполнить, но все-таки, да, как бы есть формальная процедура, и, наверное, вот я, конечно, не юрист в этой истории, но это лишним бы не было, мне кажется. Значит, с точки зрения творчества, может быть, понятно, рано еще выводы делать, но вы как думаете, вот эта история, она повлияет на свободу вашего самовыражения? То есть в следующий раз, когда у вас возникнет вдохновение и сюжет в голове будет нарисован, вы начнете его наносить на холст там, или на бумагу, да, то вы начнете фильтровать, вот как говорится, свой базар, как бы это грубо не звучало, или нет? Наверное, Горбатова только могила исправит. То есть нет, все-таки если у вас будет картина в голове, она же будет, соответственно, на бумаге. Да. Иначе, наверное, нет смысла, да, я понимаю, конечно, вас. Ой, так, давайте, у нас... Подходит к концу. Я напоминаю, что в гостях Уфимского разворота художница Алена Савельева, работы которой стали... значит, предметом бурной дискуссии в социальных сетях и в общественности республики. Вот скажите, вот все-таки в завершение, я не знаю, еще раз, наверное, да, проговорите, вот каким образом вы
хотите или можете призвать вот тех, кто вас критикует, тех, кто вам угрожает, к тому, чтобы все-таки они пересмотрели свою позицию и, ну, если и продолжили бы вас критиковать, то хотя бы вот без переходов на такие вот радикальные, да, в рамках закона, в рамках приличия. Ну, я ни в коем случае не хочу менять ничего мнение, как бы. Я просто хочу сказать, что я действительно не имела ничего плохого против башкир как таковых, потому что, я говорю, предок моего отца сам башкортом был. Вот. Я не хочу никого унизить. То, что они увидели, это... Ну, это имело право быть, и как бы сейчас угрожать мне, ну, можно угрожать, конечно, но это ничего не изменит. Как бы не... Я говорю, как бы, да, я признаю то, что я могла кого-то оскорбить, но не хотела этого сделать. Да, нам... Позиция. Благодарим вас. Большое спасибо, что вышли с нами сегодня на связь. И слушателям напомню, что Алена Савельева, художница, была нашей сегодняшней гостьей. А мы заканчиваем «Уфимский разворот». С вами был Алексей Лучинин и Руслан Валеев, а также Никита Полянин за звукорежиссерским пультом. Оставайтесь на «Эхе Москвы», слушайте «Эхо Москвы» в Уфе. После 15 часов программа «Персонально ваш», а после 13 часов сегодня конфигурация шайбы. Возвращайтесь в эфир и, значит, оставайтесь опять же с нами. Хорошего дня. Мягкой посадки